Знаковое событие в Ингушетии. В городе Сунжи распахнула двери новая школа. Современное здание рассчитано на 540 учащихся, которые смогут заниматься в одну смену. Для младших будет работать группа продленного дня, старшим предложат факультативы по различным предметам. И это уже третья школа, открытая в республике с начала года. Репортаж нашего собственного корреспондента в регионе Андрея Чистякова. Теперь на одной из улиц Сунжи вновь звучит школьный звонок. Первая школа отмечает день рождения. В подарок ей новое здание. Получается у вас, ребят? Да, сейчас есть. Первая лабораторная работа по биологии. Через несколько дней начнутся практические занятия на уроках химии. Учитель информатики Инна Фарзаулина волнуется. Наконец, в новом классе никому не тесно. Мы делили класс, кто-то полкласса у нас занимался теорией, полкласса у нас занималась практикой. Сегодня же мы можем даже сегодня завести сюда целый класс. Какая-то часть может сесть сюда, остальные могут сесть за компьютер. Отметить день рождения без уважаемых гостей горцы не могли. Глава республики немного нарушил расписание, осматривая школу, экзаменовал одного из учеников 8 класса. Отметку за знание выставил в дневник. Тут же дал оценку и трудам строителей. Так много новых школ в республике еще никогда не строили. Наша тайна в том, что подрядчик вот эту необходимую мебель за свой счет, за счет той прибыли, которую он зарабатывает, он закупает. То есть мы дополнительные средства сюда не выделяем. Первый концерт в настоящем актовом зале. В школе прежней, с почти столетней историей, его просто не было, как и водопровода в каждом классе. У нас такого не было. У нас даже холодная или шла раньше. А сейчас все доступно, все в классе, не надо никуда выходить. Раньше дети бегали на улицу, чтобы тряпку мочить, а тут сейчас все в классе, удобно. Первыми уроки в новом здании начали ученики младших классов. Им ведь продолжать историю самой уважаемой школы в городе, которая с этого года начала новую страницу в своей жизни. Ровно год понадобился строителям для того, чтобы построить эту новую школу. Ученикам еще предстоит привыкать к новым кабинетам и широким коридорам, но самое главное – учиться только в одну смену. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Вести из Ингушетии.